Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Автоураган. Как работает хитрый прибор, нацеленный на водителей? Алкоголь и вождение – вещи несовместимые. Профилактика вождения в нетрезвом состоянии. Что означает дорожный знак «Стрелка вправо» на синем фоне? А в конце программы, по традиции, наша популярная и любимая вами рубрика «Тест ПДД», который сдаст участник телевизионного проекта НВК Саха Энс Лускун Сергей Гронин. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 15 по 21 апреля зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Один человек погиб. Так, 17 апреля на 385-м километре ФАТ А360 водитель, управляя транспортным средством марки Mitsubishi Lancer, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом марки Хайгер. В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. В салоне автобуса Хайгер пассажиров не было, водитель телесные повреждения не получил. В этот же день в Мегино-Кангаласском Улусе на 84-м километре ФАТ Колыма водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении трактором МТЗ-82Л в составе стоговоза со стогом сена, в котором отсутствовали внешние световые приборы. В результате ДТП два пассажира УАЗ «Патриот» получили телесные повреждения. 18 апреля на территории столицы республики произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Днем в медучреждение обратился 6-летний мальчик с травмами, полученными в результате ДТП. В ходе проверки предварительно было установлено, что около 8 часов утра того же дня на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Винокурова-Лонгинова водитель, управляя автомобилем Toyota Succeed, не уступил дорогу автомобилю Toyota Fielder и допустил с ним столкновение. Далее от удара последний совершил наезд на фонарный столб уличного освещения. Несовершеннолетний пассажир находился на заднем сидении автомобиля Toyota Fielder, пристегнутый ремнем безопасности без детского удерживающего устройства. Ему назначено амбулаторное лечение. Несколькими часами позднее на дворовой территории дома номер 5 проспекта Ленина водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на 29-летнюю женщину-пешехода. В результате наезда женщине в больнице диагностировали закрытый перелом левой стопы, назначено амбулаторное лечение. Уважаемые участники дорожного движения, призываем всех неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А мы двигаемся далее. На этой неделе сотрудниками Госавтоинспекции Республики проводится профилактическое мероприятие «Населенный пункт». Подробнее в нашем следующем видеоматериале. Целью мероприятия является предупреждение и пересечение дорожно-транспортных происшествий с участием самоходных машин, тракторов и мототранспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют все виды транспортных средств, проводят сверку номерных узлов и агрегатов на предмет соответствия представленным регистрационным документам, выявления транспортных средств, собранных из запасных частей и агрегатов, не соответствующих требованиям безопасности, с последующим задержанием транспортных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Также инспекторы проводят разъяснительные беседы со всеми категориями граждан об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права, предусмотренным частью 3 статьи 12.7 Административного кодекса Российской Федерации, в том числе родителей, законных представителей, опекунов в отношении несовершеннолетних.
Напоминаем, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Зачастую в подобных происшествиях сопутствующими причинами являются такие нарушения, как эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке по статье 12.1 Административного кодекса Российской Федерации, управление транспортом лицами, не имеющими права управления соответствующей категории по статье 12.7 Административного кодекса Российской Федерации или не имеющих при себе регистрационных документов по статье 12.3 Административного кодекса Российской Федерации. За данные нарушения предусмотрена административная ответственность. С наступлением весенне-летнего периода увеличивается количество нетрезвых водителей за рулем. Ярко выраженная сезонность объясняется наступлением теплой погоды и увеличением поездок на дачи, за город и в отпуска, что нередко сопровождается употреблением спиртных напитков. Не все граждане, к сожалению, настолько дисциплинированы, чтобы не садиться за руль после такого отдыха. Госавтоинспекция на постоянной основе проводит по всей стране профилактические мероприятия и разъяснительные кампании, нацеленные на предупреждение нетрезвого вождения. И сегодня с этой целью в нашей студии инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Республики Владимир Ощепков. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, стало ли в Якутске и в республике в целом за последний год меньше пьяных водителей в связи с введением уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения? Ну, в принципе, количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, можно сказать, уменьшилось, так как, согласно цифрам, да, в этом году у нас за 3 месяца, по итогам 3 месяцев, было зарегистрировано в общем 141 дорожно-транспортных происшествий, где с участием нетрезвых водителей было 7 дорожно-транспортных происшествий. Ну и по сравнению с прошлым годом, у нас в прошлом году было зарегистрировано 132 ДТП, в общем, ну, в принципе, меньше, да. Ну, а с пьяными также, ну, с водителями, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В принципе, количество, конечно, уменьшилось, но от этого меньше не стало получивших травм, можно сказать, в таких дорожно-транспортных происшествиях. Ну и по итогам текущего года за 3 месяца было, в общем, выявлено более 600 административных материалов на водителей, которые управляли транспортными средствами, то есть это которые продули, и те, кто отказались, ну и, в принципе, также по повторности, да. Ну и в прошлом году данная цифра у нас была значительно больше, тоже так же не 600, а уже 719, если быть верным, по итогам 3 месяцев, да. Ну а в этом году у нас было выявлено 641 водителей, которые управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии, ну либо отказались от прохождения медицинского свидетельствования. Какое наказание предусмотрено за вождение в нетрезвом виде в текущем году? Ну, также у нас, в принципе, как вы знаете, у нас появилась повторность еще в 2015 году, ну и в текущем году у нас пока изменений нету в плане того, что именно наказание, да. У нас наказание также идет сейчас за управление транспортным средством в состоянии опьянения, то есть это если вы прошли медицинское свидетельствование, если продули на месте при помощи технического средства, ну и также если отказались от прохождения медицинского свидетельствования, также штраф в размере 30 тысяч, либо лишение водительского удостоверения от 1,5 до 2 лет. И продолжение к этому, да, получается, за повторность управления транспортным средством в состоянии опьянения, да, если вы в течение года после лишения попались повторно, то также вы будете привлечены к уголовной ответственности согласно статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это уже если в течение года после лишения или также во время лишения, если вы попались повторно в состояние опьянения, то вы можете быть привлечены к уголовной ответственности согласно статьи 264 прим. 1. Какое наказание, если, например, человек в нетрезвом состоянии и еще и без водительского удостоверения? Ну, без водительского удостоверения у нас бывает по-разному, да, то есть человек вообще, в принципе, не имеет водительского удостоверения, ну, и либо лишен, да, водительского удостоверения. Тут уже у нас
опять же, имеется санкция согласно административного кодекса по части 3 статьи 12.8, да, там также штраф уже не налагается, ну, возможно наложиться, да, там либо арест до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей. Может ли человек находиться за рулем в нетрезвом состоянии, но в недвигающемся автомобиле? Если вы сидите, то можете, в принципе, и сидеть, можно сказать, да. Но если вы двинулись, или вас подвинули, да, грубо говоря, ну, бывают случаи разные, да, там у нас очень много случаев было, когда водители говорили, то, что они на горке стоят, там, ну, сидели, распивали, и, соответственно, скорость сняли, либо с ручника сняли, да, и машина покатилась. Но это уже будет приравняться также к управлению транспортным средством. То есть она двинулась, было движение, и, соответственно, это уже будет считаться как управление транспортным средством. Как лишают прав за вождение в нетрезвом виде? Ну, лишают прав, как первоочередно, это, соответственно, выявляется данное нарушение, да, то есть водитель проходит определенную процедуру процессуальную, да, то есть он либо продувает, либо отказывается, и, соответственно, данный материал собирается и направляется в судебный орган, то есть по прописке и, соответственно, по месту выявления данного нарушения, грубо говоря, да. Ну и, соответственно, водитель уже вызывается в судебный орган, где на него уже налагается штраф, либо лишение водительского удостоверения, ну и, соответственно, выносится постановление о лишении водительского удостоверения. Что можно сказать об альтернативных средствах передвижения, о так называемых средствах индивидуальной мобильности? В принципе, в Кодексе об административных правонарушениях имеется статья, то есть это не только средства индивидуальной мобильности, то есть это касается именно водителей велосипедов. То есть, ну и также средства индивидуальной мобильности в любом случае будут касаться. Но опять же, средства индивидуальной мобильности у нас бывают разные. То есть электросамокаты, у которых мощность более высокая, чем 2 киловатта, соответственно, на данные транспортные средства, согласно техрегламента, также имеет свою категорию, так сказать, да, то есть категория М должна быть. Ну и, соответственно, данный водитель данного транспортного средства может быть привлечен либо по статье 12.29, части 2, там административный штраф в размере 1000 рублей, да, то есть это когда управляет велосипедом, да, в состоянии опьянения, и когда управляет, опять же, средством индивидуальной мобильности, ну, как я сказал, опять же, это зависит от мощности данного средства. Также он может быть привлечен к ответственности как водитель велосипеда, ну и также может быть привлечен как водитель уже транспортного средства, так как средство индивидуальной мобильности является у нас транспортным средством. То есть, смотря, опять же, от киловатта, от мощности, да, то тут уже, соответственно, если категория М, то также водитель будет нести уже ответственность согласно статьи 12.8 части 1. Там уже, опять же, штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством. Ну, спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Республики Владимир Ощепков. Спасибо. А мы продолжаем. И теперь отправимся на пересечение улицы Строда и проспекта Ленина и попытаемся разобраться, как заезжать с проспекта на улицу по Стрелке и как выезжать со двора. Наша постоянная рубрика «На месте» объяснит все детали. Некоторых водителей перекресток проспект Ленина и улицы Строда вводит в заблуждение, а точнее знак «Стрелка, указывающая вниз». Знак «Объезд препятствия» относится к группе предписывающей знаков дорожного движения, и он обязывает водителей ехать в указанном направлении. Всего таких знаков 3. В нашем случае это 4, 2, 1. Объезд препятствия справа. Тут знаки конкретно выставлены именно препятствия, то есть 422, да, вот красненькой полосочки, да, с белыми. Ну и, соответственно, стрелка, которая показывает объезд данного препятствия, то есть в данном случае направо, да, то есть это уже у нас объезд препятствия, это уже будет являться въездом во двор, так сказать, да. Ну и также, соответственно, с этого двора можно и выезжать, и заезжать, да. Согласно этому знаку, стрелка указывает въезд во двор, а въезд на улицу Строда с проспекта Ленина осуществляется по светофору.
А чтобы выехать на проспект Ленина со двора, водитель должен прежде предоставить преимущество всем автомобилям, выезжающим с улицы Строда по светофору, и только затем завершить маневр. В данном случае, конечно, хотелось бы рекомендовать водителям, которые заезжают во двор, ну и собираются выезжать со двора, лучше выезжать со двора, где у нас находится перекресток улицы Строда, конкретно улица сама Строда, да, а не именно выезд со двора. В данном случае, если вы будете выезжать со двора, вы должны уже будете уступать всем, кто находится на главной дороге. Прошли те времена, когда миганием фар водители сигнализировали друг другу о засаде, о том, что сотрудники ГИБДД спрятались в кустах. Теперь засада может подстерегать на каждом шагу, только уже не в виде людей с полосатым жезлом. Если в машине установлен комплекс «Автоураган», то штраф с такого устройства можно получить, просто проехав мимо с превышением скорости. Далее тему продолжит наш следующий сюжет. Существенное преимущество системы для сотрудников госавтоинспекции в том, что ее можно использовать как стационарно, так и в патрульных машинах. «Автоураган» состоит всего лишь из ноутбука и видеокамеры. Кроме того, комплекс позволяет одновременно следить за тем, что происходит на 2, 3, 4 полосах. При помощи этого комплекса мы в течение сутки фиксируем такие нарушения, как архивные транспортные средства, скорость, неправильная парковка, а также водителей, ранее привлеченных к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения. В сутки проверяется около 30 транспортных средств, из них выявляются единицы. Программа вычисляет нарушителей и выделяет их из общего потока, подчеркивая красным цветом. Автоматически выдаются все данные водителя, вплоть до перечня всех его грехов на дороге. В случае проезда на запрещающий свет светофора и за стоп-линию постановление от «Автоурагана» будет содержать сразу несколько кадров. Фото с госномером автомобиля и общие снимки, где будет зафиксирована машина в момент, когда загорается красный, и ее положение через несколько секунд, пока еще горит запрещающий сигнал светофора. В качестве доказательства нарушения ведется еще и видеосъемка. Это на случай, если водитель решит оспорить проезд на красный. Когда «Автоураган» ориентирован на превышение скорости, комплекс, как правило, монтирует на специальные опоры за несколько сотен метров от стационарного поста ГИБДД. После того, как на пост поступает сигнал о том, что в объектив камеры попался нарушитель, у сотрудника госавтоинспекции достаточно времени, чтобы остановить летача. И напомним, заезд за стоп-линию обойдется штрафом 800 рублей, а проскочить на красный – 1000. При повторном нарушении уже 5000 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Но сейчас мы приступаем к любимой многими нашими телезрителями рубрике, где жители нашего города проверяют свои знания правил дорожного движения. И сегодня по традиции на 10 вопросов ответит Сергей Гронин, участник проекта НВК «Саха» Эн Сулускум. Добрый день. Здравствуйте. Ну, Сергей, у нас такой традиционный для всех наших участников вопрос. Какой у вас водительский стаж? Мой водительский стаж 2 года. 2 года. 2 года. Волнуетесь? Да, волнуюсь. Ну, мы вас поддерживаем. Все вопросы будут показаны на нашем экране. Давайте приступим. Первый вопрос. Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? Варианты ответов: разрешено. Второй вариант: разрешено, если вы намерены высадить пассажира. И третий вариант: запрещено. Так, там получается, если у нас расстояние от пересечения сплошная линия идет. Запрещено. Вариант номер 3. Да. Принято. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатели правого поворота? Варианты ответов: обязаны. Обязаны только при наличии движущегося сзади транспортного средства. И третий вариант: не обязаны. Обязан. Первый вариант ответа. Вариант номер 1. Следующий вопрос. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте? Варианты ответов: только по правой, только по левой и третий вариант: по любой. При буксировке у нас получается максимально возможная скорость 50 км в час, а там знак 60 получается только по правой. Вариант номер Первый вариант. 1. Вариант номер 1 принято.
Следующий вопрос. Разрешается ли вам остановка для посадки пассажира в этом месте? Варианты ответов: разрешается. Разрешается, если при этом не будет создано помех для движения маршрутных транспортных средств. И третий вариант: запрещается. Остановка и стоянка на местах пользования автобуса запрещается. Третий вариант ответа. Вариант номер 3 принято. Следующий вопрос. Кто должен уступить дорогу? Варианты ответов: водитель грузового автомобиля, водитель легкового автомобиля. Так, должен уступить водитель легкового автомобиля. Вариант номер 2. Да. Принято. Следующий вопрос. Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических транспортных средств в жилой зоне? Варианты ответов: сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем и все перечисленные действия. Все перечисленные действия. Вариант номер 4. 4, да. Принято. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушает правила поворота на перекрестке? Варианты ответов: оба. Только водитель мотоцикла, поворачивающего налево. Третий вариант: только водитель автомобиля. И последний вариант: никто не нарушает. Так, у нас получается правая и зеленая машина поворачивает направо, но не на крайнюю правую, левую, правую полосу. А получается, у нас рассматривается мотоциклист, то он должен был повернуть с крайнего левого положения. Так, оба водителя нарушают правила. Вариант номер 1. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить обгон? Варианты ответов: разрешено. Разрешено, если скорость мотоцикла не более 30 км в час. И третий вариант: запрещено. У нас там стоит знак, обгон запрещен. Третий вариант ответа: запрещено. Вариант номер 3 принято. Следующий вопрос. Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников движения? Варианты ответов: разрешено. Разрешено только до пешеходного перехода. И третий вариант: запрещено. Так, у нас тут одностороннее движение, значит, запрещено. Вариант номер 3. Последний вопрос. Можно ли вам выехать на крайнюю левую полосу в данной ситуации? Варианты ответов: можно. Второй вариант: можно, если гужевая повозка двигается со скоростью не более 30 км в час. И третий вариант: нельзя. Можно делать обгон? Вариант номер 1. Хорошо. Ну что, на все 10 вопросов вы ответили. Насколько правильно, мы сейчас узнаем. И результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Денис Федоров. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Сергей. Сегодня вы ответили на 10 вопросов, и сейчас я оглашу ваши результаты. Первый вопрос. Разрешено ли вам остановиться на легковом автомобиле в указанном месте? Вы ответили верно. Запрещено, так как у нас должно быть от края проезжей части не менее 3 метров. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли вы при этом включить указатель правого поворота? Вы ответили первым. Обязаны. Да, естественно, обязаны, так как у нас стоит знак «Главная дорога» и направляющий главной дороги. То есть мы должны показывать том, что мы движемся по главной дороге. Вопрос номер 3. Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе вам можно продолжить движение в населенном пункте? То есть тут хоть даже стоит предписывающий знак, но в вопросе стоит при буксировке неисправном автомобиле. То есть мы обязаны двигаться по крайней правой полосе. Вы ответили ответом 3. Запрещается. Этот ответ неверный. К сожалению, на автобусных остановках мы имеем право выполнить остановку и посадку пассажиров, если не будут созданы помехи. То есть тут правильный ответ номер 2. Кто должен уступить дорогу? В данном случае, конечно же, у нас имеется предписывающий знак о том, что легковой автомобиль обязан уступить дорогу, так как у него сужение дороги. Вы ответили верно. Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических транспортных средств в жилой зоне? Естественно, тут вы ответили правильно. Ответом номер 4. Все перечисленные действия. Кто из водителей нарушает правила поворота на перекрестке? Ответ верный. Оба.
так как они вдвоем должны были принять соответствующее свое положение для каких-либо маневров. Разрешено ли вам выполнить обгон? В данном случае вы это ответили запрещено, так как увидели запрещающий знак, но данный знак предписывает только транспортные средства с максимальной не более 3,5 тонн. То есть тихоходные мопеды, мотоциклы мы имеем право выполнить обгон. То есть ответ будет правильным здесь разрешено. Разрешено ли водителю движением задним ходом при отсутствии других участников движения? Вы это ответили ответом 3. Запрещено. Правильный этот ответ будет разрешено только до пешеходного перехода, так как на пешеходном переходе мы не имеем права двигаться задним ходом. Можно ли вам въехать на крайнюю левую полосу в данной ситуации? В данной ситуации вы это ответили ответом можно, увидев прерывистая линия движения. Но в данном случае верный этот ответ будет здесь нельзя, так как крайняя левая полоса предназначена для встречного движения. То есть если был бы знак одностороннее движение, то тогда да, можно было. Но в данном случае знаков у нас нету. То есть это у нас встречное движение. Из 10 вопросов вы ответили на 6 правильных, 4 неправильных. Конечно же, результат удовлетворительный. В принципе, если повторить правила дорожного движения, конечно же, все хорошо будет у вас. Также напоминаю участникам правилам дорожного движения соблюдать все правила дорожного движения. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.